На Абаза ТВ новости. Здравствуйте. Коротко о главном. Два народа, один этнос. Третий международный круглый стол «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения и развития языкового и историко-культурное наследие». В столице состоялся третий международный круглый стол «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения и развития языков и историко-культурное наследие». В ходе заседания подведены итоги первого года реализации уникальной программы по сохранению и развитию абазино-абхазского этноса, а также зачитаны доклады по вышеуказанной тематике. В работе круглого стола приняли участие руководство Абхазии и Карачаево-Черкесской республики, эксперты, представители научной и творческой интеллигенции и другие заинтересованные стороны. Подробности у Анастасии Никоновой. В 2015 году в Сухуми и Карачаево-Черкесии впервые состоялись два международных круглых стола. Основной задачей были создание и реализация уникальной программы по сохранению и развитию абазино-абхазского этноса. Организованный международным объединением Алашара под руководством Мусы Экзековой академии наук Абхазии форум позволил реализовать вышеуказанную программу. Очередная встреча ученых призвана подвести ее итоги за прошедший 2016 год. Машина времени учится с такой скоростью, что если мы с вами не усилим динамику своей аналитической и практической работы в направлении сохранения и развития родного языка и родной культуры сегодня, то завтра, возможно, будет просто поздно. Согласитесь, ситуация в этом у нас чрезвычайная. Соответственно, необходимы и чрезвычайные меры. К таким чрезвычайным мерам и относится программа, финансируемая одним человеком, известным меценатом, выдающимся патриотом своей нации Мусой Хабаровичем Экзековым, и реализуется совместно с Академией наук Абхазии. Мы очень благодарны всем, которые поддерживают и понимают суть нашей программы. Прежде всего, президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба. О деятельности и вкладе Мусы Экзекова в развитие и укрепление абхазо-абазинских отношений, культурного обмена и проведения ряда различных форумов знают как в нашей стране, так и за ее пределами. Под руководством Экзекова в Карачаево-Черкесии и Абхазии осуществляются крупные программы по возрождению историко-культурного наследия. Выступая на открытии круглого стола, президент объединения Алашара отметил, самое главное в процессе укрепления абхазо-абазинских отношений – привлечение молодого поколения двух братских республик. Наша задача не даже параллельными курсами идти, а идти вместе, объединить наши усилия, чтобы по одному и тому же не ходить друг за другом. Мы постараемся сделать все, что будет максимально эффективным. И постараемся очень серьезным образом масштабировать нашу деятельность с тем, чтобы поставить по всей географии, где только есть архивные материалы, их определить и использовать все необходимые технические средства и возможности, чтобы максимально быстро это все можно было сканировано и уже непосредственно на местах, опять же, с максимальным количеством молодежи заниматься отработкой на месте. Глава абхазского правительства Беслан Барцец с приветствием многочисленных гостей республики отметил, что дискуссии круглого стола посвящены чрезвычайно важной проблеме – сохранению и развитию языков абаза и уникального историко-культурного наследия. Я хотел бы от имени президента Абхазии Рауля Жуковича Хаджимба, правительства республики, пожелать вам плодотворной и эффективной работы, новых свершений во благо развития и процветания нашей общей культуры, общих духовных ценностей, истоки которых уходят в глубокую древность. Дискуссии, проводимые под эгидой Академии наук Абхазии и Международного объединения Алашара, посвящены чрезвычайно важной проблеме сохранения и развития наших языков и уникального историко-культурного наследия. Вами предприняты значительные усилия в этом наиболее приоритетном и жизненно важном направлении нашего сотрудничества. Примечательно, что расширяется география участников подобных встреч, усиливается актуальность и практическая значимость исследуемых проблем. Президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба, выступая перед собравшимися, подчеркнул необходимость сделать все возможное для процветания двух братских народов. А мы взяли курс
на интеграцию, объединение, соединение, сближение абазин и абхазов. Когда Челеби ездил 40 лет по всему миру, один из выдающихся историков Османской империи, он, просчитывая народы, проживающие на берегу Черного моря, назвал абхазов отдельно, абазгов отдельно, абсилов отдельно и другие, значит, самые народы. Мы сейчас распространились, поэтому тот шаг, который вы сегодня продолжаете делать, и островом этого большого национального мероприятия Муса Хабалевич, поэтому мне хотелось бы сказать, вопреки планетарным процессам наш народ пошел на единение. После выступления Тараса Шамба президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа сообщил, что решением общего собрания Тарас Миронович избран академиком Академии наук Абхазии. Вторая часть работы круглого стола началась с научных докладов на тему абхазский и абазинский языки. Эксперт по абхазскому языку Диана Шамба отметила, что в наше время исчезновение языков приобрело беспрецедентный масштаб. Из 6000 существующих в современном мире языков более 2500 находятся под угрозой исчезновения. Каждые 2 недели на Земле вымирает один язык. Этот процесс ускоряется. По некоторым прогнозам, к концу 21 века, если не будут приняты эффективные меры, может остаться не более 10% из ныне живущих языков. Диана Шамба внесла ряд предложений по развитию абхазского языка. Предложила подобрать 500 слов и словосочетаний, разместить в открытом доступе, издать брошюры и объявить открытый конкурс на лучшую методику обучения абхазскому языку. Кроме того, в государственных учреждениях, общественном транспорте регулярно размещать список часто употребляемых слов, а также открыть бесплатные курсы по обучению абхазскому языку. Организовать всеобуч для учителей младших классов и воспитателей детских садов. Именно они должны дать детям базовые знания абхазского языка. В ходе работы круглого стола представлены более 15 докладов по итогам работы 2016 года. В ходе однодневного форума также будет обсуждена и утверждена программа работы на 2017 год и подписана итоговая резолюция круглого стола. Анастасия Никонова, Торника Амичба, Абаза ТВ.